Почтенная аудитория, я сегодня буду говорить о нагайцах. Для начала напомню, что это небольшой по численности народ. Перепись 2010 года дала цифру около 104 тысяч человек в России. В реальности в нашей стране и за границей их, конечно, больше, но вот такова официальная цифра. Нагайцы расселяются в основном на Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Ставропольском крае, Краснодарском крае. Вот на севере Дагестана есть Нагайский район, это издавна известная Нагайская степь. И в 2007 году в Карачаево-Черкесии вот здесь был образован еще один Нагайский район. Известно, что нагайцы – это потомки кочевых скотоводов. Сейчас они живут оседло в городах и поселках, исповедуют ислам и говорят на тюркском языке кипчакской группы. Научный интерес к истории нагайцев возник в XVIII веке, когда эти бывшие крымские и османские подданные вошли в состав Российской империи. Их своеобразная организация, деление на орды, поиск способов управления множеством кочевых общин улусов, вызвали необходимость изучения исторических корней нагайцев. И вот почему и как они появились в Причерноморье и на Северном Кавказе. Этому способствовала и любознательность Екатерины II. Императрица, как известно, урожденная немка-лютеранка, понимала, над каким разноплеменным космосом ей довелось воцариться после убийства мужа. Она желала иметь представление о новоприсоединенных землях и народах. Ни у кого не возникало сомнения, что нагайцы XVIII века – это потомки жителей Нагайской Орды, восточной соседки России в прошлом. Об этом государстве знали российские интеллектуалы, историки, которые уже в то время начинали осваивать огромный корпус источников.